Творчество Калистрата Жакова обсуждают в эти дни в Сыктывкаре. В столице Коми открылся международный симпозиум, посвященный 150-летию со дня рождения коми-писателя, философа и ученого. В нем принимают участие исследователи из регионов России, а также Франции, Эстонии и Латвии. Они подготовили более 70 докладов, а почетными гостями форума стали правнуки Жакова Захар и Михаил. Евгений Ракин о нашем Ломоносове. О своем знаменитом прадеде Михаил и Захар Жаковы знают немного. Калистрат Фалалеевич был человеком замкнутым, семейная память о нем почти не сохранилась. Хотя мама, говорят братья, пыталась разузнать судьбу родственника. Сами они признаются, интерес к литературному творчеству Жакова был всегда, а вот к философии появился совсем недавно. Как по образованию физик, всякий физик, в общем, к философии относится плохо, как к словоблудию и скептически. К философии я относился плохо, но честно пытался понять, проникнуться и так далее. Не получилось. А вот литературное творчество, что сквозь строй жизни, что сказки, они действительно очень высокого качества, конечно. Кто ищет, вынужден блуждать. Но Жакову на рубеже веков удалось уловить очень важную мысль – идею лимитизма. Это связь философии с науками и религией. Во многом он опередил своих современников, но, идя по правильному пути, дойти до конца, к сожалению, не успел. Перемены в личной и события в политической жизни страны вынудили его сойти с этого пути. Переезд в Латвию окончательно оборвал его преподавательскую деятельность и значительно стеснил научную. У него множество авторов упоминается по ходу движения его мысли. И требуется и в том же романе «Сквозь строй жизни», и в его философских работах расшифровка имен. И я поражаюсь спектру той научной литературы, которую он осваивал. У него действительно потрясающий такой порыв, охват всего, что он желал и хотел сделать. Судьба была к Жакову скорее жестока, но испытания только закаляли его. Он прошел сквозь строй жизни с гордо поднятой головой, оставив богатое наследие в литературе, культуре, философии и даже политике. Некоторые исследователи называют Калистрата Фалалеевича зырянским Ломоносовым, а сам факт, что Коми-земля подарила миру такого талантливого и всесторонне развитого человека, уникальным. Родился Жаков в 1866 году в местечке Давпан, тогда еще Усть-Сысольска. На родном языке почти не писал, ориентировался больше на русского читателя, но по содержанию произведения был все-таки коми-автором. Главной целью своей он видел то, чтобы как можно больше людей, читающей публики российские, познакомить с Севером и, в частности, с народом Коми, с его жизнью, традициями и культурой. Литература его, конечно, литература русскоязычная, но содержание ее, как справедливо указывают наши литературоведы, это содержание, в которое вложена душа коми-человека, коми-писателя. Я бы ответил так. Жаков был первым коми-фантастом. Его фантастические произведения, издаваемые в Германии, пользовались большой популярностью, а из-за сатирической жилки самого автора сравнивали даже с Джонатаном Свифтом. И все же творческое наследие Жакова бесценно, в первую очередь для коми-литературы. Жаков обращался к темам прошлого и будущего, что также прослеживается и в романе Бива Юшкова, в произведениях Тимина, да и у многих поэтов тоже. Калистрат Фалалеевич много писал о себе. Такое было время. Когда жизнь меняется, человека все больше тянет к переосмыслению своего существования. В современной литературе это тоже есть. Имя профессора Жакова присвоено Сыктывкарской улице, в том самом микрорайоне Давпан, где родился Коми Ломоносов. Его имя носит и школа номер 24, а в ней открыт музей с уникальными материалами о жизни и творчестве великого земляка. Евгений Ракин, Антон Ворожищев, телеканал Юрган, Сыктывкар.